Вот только деньги шли не на благотворительность, а в карманы самой общественницы и ее матери. А суммы там были колоссальные. Денег было так много, что дочь и мать покупали себе дома, квартиры, автомобили, брендовую одежду и украшения. А еще очень много путешествовали. Эта часть обвинительного акта с причислением купленного на украденное, к слову, оказалась самой продолжительной. Мы покажем вам лишь пару небольших фрагментов, дабы сэкономить ваше время. Но и по этим отрывкам будет понятно, что родственники жили на широкую ногу и ни в чем себе не отказывали. 1 июня 2024 года Кайрат и Алашбаева приобрели квартиру в жилом комплексе Кокжайляу-3 за 25,5 миллионов тенге наличными. 18 июня 2024 года подсудимая купила в товариществе с ограниченной ответственностью Астана Моторс Премиум автомобиль Lexus LX 600 за 80 миллионов 212 тысяч тенге наличными. 9 июля 2024 года Кайрат приобрела в товариществе с ограниченной ответственностью Nord Star of Kazakhstan автомобиль Mercedes-Benz S450 4MATIC за 77 миллионов 257 тысяч 765 тенге. Из этой суммы 20 миллионов тенге Кайрат перевела на счет товарищества, оставшуюся часть заплатила наличными. Уже представили всю эту роскошь? Я даже не буду говорить про зубы, которые общественница вылечила на 3 миллиона тенге. И это были также деньги неравнодушных казахстанцев, которые они перечисляли в фонд. Ну а сейчас слово снова гособвинению. Вот вам еще один обещанный фрагмент из ее выступления.